В одном из красивейших мест Северной Осетии в 1924 году, 15 августа, родился Давид Иласович Тимиряев. С детских лет он впитал в себя любовь к родным местам, национальным танцам и песням. Учась в школе, он участвовал в художественной самодеятельности. Как-то в их село привезли спектакль из города. Мальчик смотрел как зачарованный на артистов и решил, что тоже станет актером. 10 ноября 1935 года во Владикавказе открылся профессиональный театр показом спектакля по пьесе Корнейчука «Платон кречет». Этот спектакль окончательно укрепил его желание стать актером. В том же 1935 году при театре открылась студия, где готовили молодые кадры. В 1939 году Давид стал одним из студийцев, но закончить курсы ему, к сожалению, не удалось. В 1942 году он ушел на фронт Великой Отечественной войны. Он говорил, что когда узнал о войне, подумал: война – это плохо, погибнут люди, разрушатся города и села. Но хорошо то, что Гитлеру, этому взорвавшемуся фашисту и его своре, дадут достойный урок советские люди. Стоит ли говорить о том, как молодой, жадный до жизни и страстный актер был потрясен событиями на войне, как эти впечатления вылились в пьесы, а потом и в спектакли в театрах. Пьесы Давида ставились не только в Осетии, но и в соседних республиках и шли с неизменным успехом. Давид Тимиряев. Личность. Человек, которого я, к сожалению, близко не знал, как актера. Я знал его как драматурга, когда он написал пьесу «Орлиная гора». И мои коллеги участвовали в этом спектакле. Я приходил, смотрел, и вот тогда мы с ним так познакомились. А близко я его узнал как человека в 80-м году, когда мы приехали из Москвы, то я занимался спортом, в частности карате, и это было под запретом. И вот как-то Давид видел, как я занимался в рэп-зале, подошел ко мне и говорит: а почему ты вот ребят не тренируешь? Это, говорит, очень хорошо, когда молодежь занимается, отвлекается от улицы, тем более те годы, 80-е, 90-е годы. Я говорю: я с удовольствием, но вот зала нету. А он был тогда директором ансамбля «Алан». И он мне предоставил не один зал, а два зала. И верхний зал, и нижний зал. И вот там на протяжении многих лет я тренировал. В частности, туда ходил наш бывший глава республики Агузаров и многие-многие другие. Давид Иласович был не только хорошим актером, но и мастерски владел искусством художественного слова. Его голос завораживал, унося слушателя в те места и гущу тех событий, о которых он рассказывал. Я имела счастье работать с великими актерами. Актерами высочайшего класса. Я хочу вам поведать об одном из этих актеров, о великих актерах. Это Давиде Иласовиче Тимиряеве. Мне с ним пришлось очень много работать. Я, к сожалению, его на сцене не застала. То есть, когда я пришла в профессию свою, он уже не играл на сцене, но была очень наслышана о том, что такого овода даже на столичной сцене никто не видел. А мне выпало счастье с ним работать у микрофона. Он частым являлся гостем Дома радио. Он приходил туда на запись литературных произведений. Он очень любил читать Коста, Агадиева и современных писателей, наших классиков. С ним работать одно удовольствие было. Когда я в своем расписании видела, что мне предстоит запись
с Давидом Иласовичем, для меня это бывал праздник. То есть он был настолько интересен в выражении своих художественных чувств в произведении, он настолько владел словом, читал, что ясно я представляла перед собой ту картину, о которой он ведал из рассказов, из того, что он читал. Мастерство его еще в чем выражалось? Вот могли редактора, журналисты ему тут же на ходу подать текст. Он как будто этот текст уже проходил, штудировал это. Тут же начинал с листа читать. То есть это опять-таки высочайшее мастерство чтеца. Я его часто слушал как чтеца по радио, потом в спектаклях. У него был вообще божественный голос. Ни одной буквы не пропадало. Вот когда он говорил слово, ни одной буквы не пропадало. Это был удивительный человек. Мана макау, марай гуранчи шилжах хагабаш. Наузархах таякакканан сватсагау. Но пар, кадай нааваттан даунгты, амарох мияг нафада, штыржарда дыл нештан. Фалаява жалах штунма, фажахынст иудар живак кангартахы. Ва жалу марагах штун манандар, наконай садува арташахт, удон юмам кашташты анушон, дуарты мамад, амамафыд. Фаларасы дины мадашты ама арттарнай конадар афтид. Набонсын сиу ағатырышты раштажы ағдаутты. Фалады шарагашты мақау, дарай шом хорш, дажақы фарн, дашау сашчуататты ақшыр, мансар қом амасар дуаржоныш коттой. О хур ты хур, арван ма ятакка баржон тарранышлау, марыштқау балвард фенонда рухшма. Фалау ма афта, да сашком мам забахтар равдиш, жарон тарфадамияг. Валада шарма, валмартты кубарыл, удон фандакташты. Ави да фатаннығы шата гарфан сылтта, амасауат күнне кубави пайттон раштар. Давид Иласович был и актером, и писателем, драматургом, переводчиком, общественным деятелем. В разные годы занимал ответственные руководящие посты. Был директором Северостинского драмтеатра и театра русской драмы, также художественным руководителем государственного ансамбля «Алан», председателем правления Союза писателей Республики. А с 1977 года по 1985 год работал заместителем министра культуры республики. Это был удивительный по своей многогранности таланта человек. Давид Власович преподавал в Северостинской студии театрального училища имени Бориса Щукина. Окончил факультет театроведения Института имени Луначарского, ГИТИС. Окончил высшие литературные курсы при Союзе писателей в Москве. То есть постоянно работал над повышением своего профессионального уровня. Мы с моим руководителем Давидом Иласовичем Тимиряевым первый раз встретились на сцене. Он играл царя Криона, я играл старшего охранника. Что я могу сказать? Вот это поколение, эта плеяда, они не дают на сцене фальшивить. Это самое главное. Мне, наверное, несказанно повезло, что у меня был такой педагог, имел счастье находиться и играть на одной площадке. Я считаю, что эти актеры
Они хоть ушли, но их мастерство, их глаза, чему они нас учили, никогда не уйдут. К сожалению, не удалось ему все, что он задумал, воплотить. Но я думаю, что его дело будет жить. И для нас, для актеров именно Дегорского театра, он во многих местах работал. Я знаю, что он везде оставил хороший след. Но для Дегорского театра, наверное, это было чем-то, каким-то чудом. Я думаю, что его дело продолжится. Из всех заслуг и достижений Давида Иласовича Тимиряева главное можно считать воплощение его многолетней мечты – открытие Дегорского театра. Это было квинтэссенцией всех его усилий и стремлений. В сентябре 1993 года во Владикавказе открылась Дегорская театральная студия. Через 3 года выпускники этой студии стали основой Дегорского драматического театра. К этому времени у студии были 4 спектакля: «Женитьба» по Гоголю, «Кто виноват» по Хамицаеву, «Мирандолина» Карла Гальдони, «Тревога» Давида Тимиряева. Уже 26 лет Дегорский драматический театр работает и радует своего зрителя, наряду с другими театрами Осетии. Дегорский театр родился потому, что был Давид Тимиряев. Говорят, отдельные личности это не делают. Делают. Если бы не Давид Тимиряев, сегодня бы Дегорского театра, трудно живущего, трудно существующего, потому что редко какой человек им помогает и подставляет плечо. А вокруг Тимиряева, Тимиряев была знаковая фигура. Это знаковая фигура. Тимиряев начал в Осетинском театре. Тимиряев сразу сыграл после Соломона Таутиева Коста. Давид Тимиряев решил один, ни с кем не общаясь, он решил на пустом месте создать Дегорский театр. Была команда людей, которые вокруг Давида Тимиряева сказали «да». И Давид Тимиряев объявил набор
в Дегорскую студию на пустом месте. Помещения нет, ничего нет. Позвал меня, позвал Ацамаза Макоева, позвал многих актеров, Осетина Сабанова и так далее, Осетинского театра. Вокруг себя он создал коллектив, идущих с ним в ногу, выбрали 30 человек, девочек, говорящих на дегорском языке, мальчиков, говорящих на дегорском языке, и он создал студию. Вокруг этого коллектива профессура была уже та, которая руководила и в ГМИ и так далее. Давиду помогали дегорцы. В это время работал Гапаев, в это время работали многие дегорцы в правительстве. Они ему помогали. У Давида получилось создание студии. В студии учились, произошел отсев. Проявились те, которые должны остаться в театре, и проявились те, кто выпускались они. 4 новых спектакля сразу были поставлены. И таким образом проявились очень хорошие ребята, которые и сегодня в трудных условиях, без Давида Тимиряева, но работают. Так впервые, когда он написал пьесу «Алантина она», и я это прочитала, я сказала, вот эту пьесу я бы хотела поставить. И когда я вдруг посмела сказать Давиду, Давид Власович, я бы очень хотела поставить эту пьесу, он обнял меня и сказал, я не смел к тебе подойти, Роза, с этим. Я доверяю тебе, я знаю, как ты можешь работать. И мы поставили «Алантина она», мы играли, театр живет, театр работает. Я думаю, что коллектив, который остался после Давида, все они достойно сегодня продолжают в трудных условиях, достойно во Дворце металлургов продолжают дело Тимиряева. Продолжительность жизни театра, популярность и любовь к нему зрителей зависит от актуальности и зрелищности его постановок, правдивой и интересной работой актеров на сцене. Хорошо это понимая, Давид Власович щедро отдавал весь свой опыт, прививал любовь к театру и навыки работы над ролью. Учил актеров развиваться всесторонне, расширять кругозор, что очень важно для актеров во все времена. Давид Власович пригласил меня педагогом по сцендвижению, по фехтованию. Я сначала сказал, говорю, Давид Власович, а вы уверены, что я справлюсь? Я в тебя верю, ты тот, кто мне нужен. Но я приступил, естественно, с таким энтузиазмом, взялся так за курс. А потом настало уже время, когда они уже окрепли, когда они уже из студентов превращались уже в актеров. И задумали поставить спектакль «Алантина она». Давид его решил поставить и пригласил меня поставить там бои. Вот в памяти вот такие люди. Он и режиссер, и драматург, и руководитель, и просто человек. Он действительно был добрый. Да его имя, вот он в образе остался человеком талантливым. Большие буквы действительно, настоящим осетином, конкретным осетином. Вот это действительно пример для подражания. Я преклоняюсь перед этим именем. Я с Давидом Власовичем Тимиряевым познакомилась в 1993 году. У него появилась идея создать театр. Он не знал покоя, он и днем, и ночью думал только о театре, о создании театра. Первой, кто пришла ему на помощь, это была Орзита Алихановна Бекузарова. Потом Петр Мукагов, Макиева Елена, Сабанов Тамерлан, Варзиев Хаджисмел, Хозиев Борис, Елена Степановна Туменова, Васильева Мария, Целкосова Эвелина. Это все люди, которые занимались именно театральным искусством в основном. И они и танец, и сцендвижение, все это они проходили по курсу
Щукинского училища. Давид Иласович понимал, что никто в Осетии, если даже откроет Дегорский театр, для детей дегорцев никто в Осетии не откроет кукольный театр на дегорском языке. И он попросил Рамунова, Володю, чтобы он начал работать с ними, с куклами. И это у них тоже получилось. Театр открыли с большим шумом, так сказать, очень много народу было. Я хочу прочитать вам поздравление, которое он поздравил свой коллектив. Ребят, поздравляю коллектив с наступающим 1995 годом. Призываю всех еще раз проникнуться чувством высокой ответственности за ту огромную миссию, которую мы возложили на себя, как на создателей будущего профессионального Дегорского драматического театра, и приложить все усилия к тому, чтобы добиться больших успехов в учебе и творчестве. Вот это было для него вот самое главное в жизни. Он знал ответственность. Бывало так, что вот ничего не получалось, и он опускал руки, а потом думает: нет, люди же в меня поверили, я должен это сделать, я должен этого добиться. Он боялся не успеть создать этот театр, не открыть его. Но когда открыли, когда отметили 5-летие театра, очень тепло отметили. Значит, в 2001 году мы уже во дворце ОЗТ отмечали 5-летие театра. Какие-то звания уже были у актеров, у 3 было звание уже заслуженных артистов тогда. Вот. Ну, еще 2 дали звание, а потом уже дальше уже появились у нас и народные артисты. Его можно и нужно уважать даже за то, что он, вопреки всему, в 90-е годы создал свой театр. Это было очень тяжело. Тяжелое время было, когда и государственные театры-то дышали на ладан. Вот тогда он создал свой театр, Дегорский театр, который до сегодняшнего дня существует, процветает. И актеры, которые в нем работают, это преданные своему театру и преданные человеку, который создал этот театр. Давид Иласович постоянно думал о будущем своих питомцев, присматривал, примерял к ним разные образы из мировой и национальной драматургии. Даже сам писал пьесы, учитывая потенциал каждого из них. Так была написана пьеса «Алантинана», в постановке которой участвовали все актеры. Наш дорогой Давид Иласович, я благодарна Богу, что в моей жизни он был не только как родственник, но и профессиональная деятельность нас связывала. О нем можно говорить бесконечно, потому что он настолько великий был в наших глазах. Мы всегда с благодарностью вспоминаем его заботу. Он не только как хороший художественный руководитель, но как отец он нам был, заботливый, всегда интересовался, где мы, как мы, в каких условиях живем. И в 1993 году, когда он набирал студию, он меня пригласил домой, и он поделился идеей об открытии театра Дегорского. В то время я училась в Краснодарской академии, но это вот настолько меня заинтересовало. Я видела его блеск в его глазах, как он рассказывал про это. А я с детства очень любила и всегда слушала, как он читает, и всегда восхищалась, гордилась, что он мой родственник. И тут, когда он предложил мне поступить в студию, я, не раздумываясь, естественно, поступила в эту студию, о чем я никогда не жалею. У нас были самые лучшие педагоги. Они нас научили всему.
это все благодаря Давиду. «Алан Тинана» – это такой спектакль, это вот лицо нашего театра. Мы, когда начали работать над этим спектаклем, это была просто вот неописуемая атмосфера. Настолько вот все сплотились. Вообще у нас студия, вот как одна семья, у нас так воспитывал. Но когда мы работали над этим спектаклем, мы поехали в горы, специально вот в Задолеск, и нашли эту пещеру, где Нана прятала детей. И вот настолько он нам дал почувствовать, еще и рассказывал про эту историю. Поэтому я считаю, что и спектакль получился такой, что даже сейчас вспоминают наши зрители. И очень, конечно, не хватает нам этого спектакля. Мы бы очень хотели все-таки восстановить. Все актеры об этом мечтают. И на сегодняшний день я могу сказать, что мы не забыли его слова, его завещания. Мы очень сплоченный коллектив. Также мы очень часто его вспоминаем. Конечно, нам его не хватает, потому что столько любви было с его стороны. И это все останется всегда в наших сердцах. В настоящее время Дегурским драматическим театром руководит Лариса Абисаловна Гергиева, а директором является Анатолий Ильич Галаов. Несмотря на трудности, Лариса Абисаловна старается поддерживать на должной высоте ту любовь к профессии, которую заложил в актерах Давид Иласович Тимиряев. А это значит, что Дегурский театр будет жить и творить, воплощая в жизнь намеченные планы, радуя своего замечательного зрителя и отдавая ему жар своего сердца. Я пейсекут финста Алан Тинанай фастагма. Оно устама заманта царзананца, фалтарта ева евзана иней, данома мадакада царзананца, айда галантина фала агасту иней. И вот. Давид Иласович Тимиряев – заслуженный деятель искусств России, народный артист Республики Северная Осетия Алания, похоронен на Аллее Славы города воинской славы Владикавказ. И каждый год, 15 августа, на его могиле всегда живые цветы, в том числе и от актеров его любимого Дегурского театра.